Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом освоения варгана. Вот вы купили варган. Наверняка вы перед этим видели, как варганисты играют на варгане, и имеете какое-то представление вообще о том, как они держат варган, как они ударяют по язычку. Вот. Ну, можно в крайнем случае найти в интернете много разных уроков. Я сегодня хочу немножко о другом, о постановке варгана. Вот что необходимо сделать в первую очередь? Вы должны научиться правильно ставить варган. Я вам очень советую это делать перед зеркалом. Когда вы, здесь два момента есть. Первое, нужно варган, деки варгана придавить достаточно сильно к зубам, к передним зубам, верхним лучше. Если вы прижмете не очень сильно, то звука не получится особо. Вот. Или когда вы сильно прижали, например. Вот. Первое, надо научиться правильно ставить варган. Вот как это сделать? Я вам свой опыт передам. Вот когда вы смотрите в зеркало и играете на варгане, дергаете язычок, то вот это колечко варгана, оно расплывается как бы в такую в черту, вот так, идущую вдоль язычка. И надо такое положение варгана, чтобы когда вы дергаете колечко, то вот эта расплывшаяся полоска, она была прям вдоль язычка. Если у вас варган расположен правильно, она прям будет идти вдоль оси язычка. Это самое необходимое положение. При этом положение будет самый яркий, сочный звук. Ну, если остальные условия исполнены. Если варган хорошо прижат к зубам, там дальше вы подключаете дыхание, вот, артикулируете, и у вас получается яркий, мощный, сочный звук. Вот. Если варган у вас стоит неправильно на зубах, то есть если он вот в этой плоскости повернут либо сюда, тогда у вас вот эта вот расплывшаяся черточка, она будет идти выше или ниже язычка, оси язычка. Вот это очень наглядно видно, и вы можете сразу же начать правильно ставить варган. Лучше научиться сразу правильно, чем потом переучиваться. Это в любом деле так. Вот игра перед зеркалом вам очень облегчит процесс обучения и ускорит процесс обучения. Вот. Ну а второе, как я сказал, нужно его хорошо прижимать к зубам. Можно слегка вот кончики дека обхватить губами, тогда еще более звук. Но так, чтобы вот язычок в своем движении не порезал вам губы, не бился о зубы. Вот такая вот маленькая хитрость поможет вам в освоении варгана. Я сам, когда взял варган, когда я купил свой первый варган, это был варган Владимира Поткина, такой маленький латунный алтайский варган, его еще называют детским варганом. Этот варган, у меня это был первый варган, поэтому он меня потрясал всячески. Я на нем осваивал множество приемов. Я посмотрел урок, записанный урок, видеоурок Владимира Поткина и сказителя с Алтая Нагона Шумарова, чтобы иметь представление о том, как играть. Ну и перед зеркалом начал сразу тренироваться. Вот когда вы тренируетесь перед зеркалом, вам что еще помогает? Вам помогает мышечная память. Вот, рука, весь, можно сказать, ваш вот аппарат этот
речевой, он привыкает к правильному положению, к тому положению, которое вам необходимо. И потом вы будете на скидку уже ставить в орган, не контролируя его, вы будете ставить его правильно. И это очень быстро происходит, буквально там за несколько дней вот таких вот самостоятельных занятий вы сможете правильно ставить в орган. Ну, а дальше уже там будете отрабатывать удары разные, артикуляцию, дыхание, звуки без дыхания и прочее. Это отдельная тема. Если будет интерес, я могу, опять же, из своего опыта преподнести какие-то небольшие видеоуроки. Подписывайтесь на мой канал, оценивайте мои видео, приходите еще и еще. Ваш сказитель, Белый Шаман, варганист-импровизатор. Я играю на варгане уже 13 лет. Вот, Р. Сагатух Чоронкин. До встречи, друзья.